Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и наш гость из Минской церкви «Благодать» Сергей Поднюк. Сегодня мы поговорим о благодарности и вспомним известный призыв апостола Павла «За все благодарите». Присоединяйтесь. Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения, за те года, что у тебя идут, и за Его великое терпение, и за Его великое терпение, за то, что Он не осудил тебя, и радость дал, и сердце, чтоб любила. Не оскорблял ли ты его, когда твоя любовь, распыхнув, вдруг остыла? Твоя любовь, распыхнув, вдруг остыла. Когда ты слышал, как Он исцелял слепых, больных, немых и прокаженных, ты вспомнил ли, как Он тебя спасал? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Благодари ли ты Христа за то, что Он был распят за тебя толпою? Он дал тебе для жизни вечной все. Благодарил ли ты Его с мольбою? 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 Мир Божий всем вам, дорогие слушатели! Сегодня хотелось бы рассмотреть такую тему, основанную на Священном Писании, как то, что мы должны за все благодарить. Что это означает? Обращаясь к церкви в Фессалониках, апостол Павел пишет в первом послании к фессалоникийцам в 5 главе, 18 стихе: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Подобное наставление он передает и к церкви, которая находилась в городе Колоссы. Это записано в послании к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».
Когда апостол Павел писал об этом, он давал очень важный совет о том, что должно быть свойственно каждому христианину. Это быть постоянно в общении с Богом через молитву, и определяющим отношением к Богу в молитве должна быть благодарность. При этом благодарность за все, что Бог производит или допускает по своей воле в нашей жизни. Дословно в греческом языке, на котором апостол Павел писал эти послания, он использовал фразу «эн панти», что дословно означает «в связи со всем происходящим». То есть благодарите в связи со всем происходящим в жизни, что дает Бог. А это означает, что независимо от ситуации, если мы имеем отношения с Богом, они помогут нам видеть происходящее с позиции Божьей воли и Его провидения. А это побуждает и дает повод благодарить Бога. Апостол Павел в 1 главе послания к римлянам пишет о нечестивых людях следующие слова. В 21 стихе там так говорится: «Они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили». Хочу обратить внимание на то, что познание Бога дает повод всем благодарить Его. Это особенная причина, когда мы видим все то, что делает Бог, кем Он является и как Он относится к человеку. И поэтому это осознанное решение человека, когда он либо не обращает внимания на Божьи деяния, окунувшись в повседневную суету и греховную жизнь, и не благодарит Бога, и не хочет иметь с Ним отношений, либо же, видя, кем является Бог, как Он действует по отношению к человеку, этот человек выражает Ему благодарность и имеет с Ним отношения, и желает свою волю подчинить Божьей воле, чтобы поступать по Его слову. Если же человек не благодарит Бога, не хочет иметь с Ним отношений, то Писание говорит о том, что это постепенно приводит к помрачению разума в том, что человек начинает грешить еще больше, еще сильнее, и даже делает некоторые противоестественные вещи, которые нарушают тот порядок, который Бог установил во Вселенной. Но если мы говорим о правильных отношениях к Богу, то мы можем видеть, что то, что Господь делает в жизни человека, хотя, может быть, не всегда нам сразу понятно, оно в совокупности ведет ко благу. Апостол Павел пишет об этом. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу». Бог действует ради нашего блага. Что-то само по себе может быть плохим, но Бог может взять даже то плохое, что произошло в нашей жизни, и обратить это во благо, обратить это в хорошее, и сделать так, чтобы это послужило и для Его славы в нашей жизни, и чтобы мы могли Его славу разделить вместе с Ним. Если мы живем, подчинив свою волю Богу, и верим, что Бог действует, суверенно контролируя все непредвиденные обстоятельства нашей жизни, то мы всегда можем справиться со всеми теми сложностями, трудностями, которые происходят в нашей жизни, и за все благодарить, понимая, что все это в совокупности ведет к нашему совершенствованию под Божьим контролем. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 15 стихе сказано: «Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божью». Здесь апостол Павел имеет в виду, что когда люди получают благодать Божью в спасении, то это ведет к большему благодарению. А затем, приняв Иисуса Христа в свою жизнь Господом и Спасителем, человек продолжает возрастать в вере. И в этом процессе очень важно быть благодарным Богу. Опять же, послание к Колоссянам, 2 глава, 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укрепляемы в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Поэтому вот принцип правильной жизни христианина. Ходить или жить во Христе, быть неразрывным в отношениях с Ним, то есть укорененным, утвержденным, затем возрастать в вере, проявляя верность Богу и, преуспевая во всем этом, благодарить Его. Иногда мы задумаемся, как определить, насколько духовным является человек, насколько мы сами духовны. Из прочитанных выше текстов Писания мы видим, что лучший измеритель духовного состояния человека – это пребывание в общении со Христом и постоянное выражение благодарности Богу. Благодарность Богу, наверное, самый лучший показатель духовного состояния человека. Не всегда можно судить о духовности только потому, как человек посещает церковь. Нельзя судить о духовности, насколько человек занят в служении. Не стоит судить о духовности по тому факту, насколько человек выполняет свой христианский долг, например, жертвуя деньги на помощь бедным,
или просто для каких-то других церковных нужд, насколько он часто приходит на изучение Библии. Не стоит судить о духовности только лишь по тому факту, что человек не совершал внешне каких-то значимых грехов, например, никого не ограбил, не обманул и так далее. Есть много людей, которые способны даже лицемерно внешне выполнять различные церковные какие-то действия, иметь внешнюю святость. Но если мы хотим по-настоящему глубоко оценить свою духовность, насколько мы исполнены Божьей благодатью, насколько мы действуем в соответствии с Божьей волей, то самый лучший вариант – это спросить самого себя, а всегда ли я радуюсь? Постоянно ли я молюсь? Больше ли я благодарю Бога? Потому что это определяет на самом деле, какой наш внутренний источник. Потому что это то, что исходит из нашего сердца. И если мы пребываем в таком состоянии, то это приведет и к правильному отношению ко всем остальным обязанностям, которые есть в нашей жизни, к тому служению, которое мы выполняем, и к правильному отношению во всех остальных сферах нашей жизни. Если у нас нет радости, нет молитвы, нет благодарности Богу, то мы проигрываем нашей плоти. Когда нами управляет Дух Святой, то наш дух производит соответствующий плод, одной из сторон которого является радость. А радостное состояние в Боге побуждает благодарить Бога и воздавать Ему славу. Вот поэтому радость и благодарность взаимосвязаны между собою. Кстати, слово «радость» встречается в Библии более 200 раз. Почти четверть из них находится в книге Псалмов. Что такое радость? Не так просто описать суть этого понятия. В современной психологии и философии есть несколько определений понятия «радость», но они не совсем соответствуют той концепции, которая освещается в Священном Писании и что имеет в виду именно Библия под этим словом. Как правило, в Новом Завете, который был написан на греческом языке, для обозначения радости употребляется слово «хара». Оно имеет в своей основе корень «хар», что дословно означает «дар». От этого слова происходят такие слова, как «дары» или «дарование», «харизма», и слово «благодать», «харис». Таким образом, радость – это что-то, что дается или является реакцией на то, что было дано. Исходя из этого, мы можем дать такое определение христианской радости. Радость – это эмоция, которая возникает от ощущения внутреннего комфорта, который является ответом на осознание того, что Бог с нами, и жизнь наша находится под Его защитой, и ничто не происходит без Его воли, имея определенные цели и назначения, хоть иногда и неизвестные нам. Христианская радость имеет духовную природу, потому что ее источником является Бог. Говоря о важности пребывания в общении с Богом и об исполнении Его Слова, Христос подводит такой итог. «Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Это записано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 11 стих. В чем же уникальность христианской радости? И чем можно ее отличить от обычной радости, которая имеет место в жизни у всех людей, и верующих, и неверующих? Почему именно это состояние радости от Бога побуждает человека быть благодарным Ему и выражать хвалу? Во-первых, мы радуемся тому, кем является наш Бог, и мы благодарны Ему за это. Книга пророка Исаии, 61 глава, 10-11 стихи говорят об этом. «Радостью буду радоваться о Господе. Веселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Таким образом, видя то, что делает Бог, как Он к нам относится, мы можем радоваться тому, кем Он является. Во-вторых, мы радуемся и благодарим за то спасение, которое Господь дал нам за дар вечной жизни. Поэтому Иисус Христос когда-то сказал своим ученикам: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В-третьих, мы радуемся тому, что мы вместе с Богом совершаем Его работу на этой земле, и благодарим Его за то, что Он дал нам такую возможность быть соработниками на Его ниве и разделять с Ним то, что Он совершает на этой земле. Иисус Христос наставлял своих учеников: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его. Не говорите ли вы, еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную,
так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Это записано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 34-36 стихи. Мы радуемся тому, что Бог работает над нами, делая нас лучше и совершеннее, в том числе даже проводя нас через трудности и испытания. И видя Божью работу и результат этого совершенствования, мы можем благодарить Бога и радоваться этому. Бог через апостола Иакова увещевает нас. Это записано в послании Иакова, 1 глава, 2-4 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Также мы благодарим Бога за Его Слово, за те откровения, которые мы можем видеть в Священном Писании. И Библия нас призывает, чтобы мы радовались тому, что мы имеем такую возможность рассматривать, изучать, быть наставляемые через Священное Писание. 118-й псалом, псалмопевец восклицает 14-15 стихи этого псалма. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои». Тоже 118-й псалом, чуть дальше, 162 стих говорит: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». Ну и мы радуемся и благодарим Бога даже тогда, когда мы претерпеваем трудности и гоним из-за Христа. Конечно же, мы радуемся не самим гонениям, а нашей будущей надежде и тому воздаянию, которое даст Господь. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 11-12 словах записаны слова Иисуса Христа, обращенные ко всем нам. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Хотя, когда мы смотрим на нашу жизнь, мы можем сказать: ну, конечно, хотелось бы, чтобы все это было на самом деле, чтобы мы были действительно наполнены радостью, чтобы мы могли воспевать песни хвалы, возносить молитвы Господу, благодарить Его за все. Но не всегда так получается поступать. Почему так происходит? Как нам с этим бороться? Что портит наши внутренние источники настолько, что мы не можем радоваться, не можем всегда быть молящимися и благодарными Богу. Читая Писание, мы можем выделить несколько причин, которые мешают нам быть радостными и благодарить Бога. Во-первых, это сомнения. Я имею в виду сомнения в Боге, сомнения в характере Бога и даже в Его Слове. Некоторые могут усомниться в Его любви и сказать: «Как же так? Если бы Бог действительно любил меня, то Он никогда бы не допустил этого». Любые из этих сомнений, которые связаны и с тем, кем является Бог, с Его Словом, с Божьей любовью, мудростью, силой, которую Он проявляет, лишает нас благодарности. Такие сомнения будут отравлять наш дух, лишая радости и уводя нас от Бога, если мы позволим этим сомнениям завладеть нами. Во-вторых, это наш собственный эгоизм. Обычно эгоизм выражается в следующем внутреннем состоянии. Я не хочу, чтобы все так было, как происходит. Мне хочется, чтобы было все так, как я хочу. Я недоволен Божьим распорядком в моей жизни. Я недоволен обстоятельствами, через которые Бог допустил мне идти и проводит меня. Я не хочу ничего этого. И если с таким отношением ничего не делать, то наш эгоизм будет в итоге все больше и больше говорить к нам, пусть, может быть, не всегда в открытую, но тем не менее он будет, обращаясь к нам, говорить так: «Пусть Господь уйдет с трона твоей жизни, а ты будь сам на троне своей жизни. Сам ей управляй и сам ей распоряжайся, так, как тебе хочется». И в итоге постепенно наша воля становится важнее Божьей воли. Наш личный план становится важнее Божьего плана для нашей жизни. Эгоизм побуждает требовать того, чтобы все в жизни человека соответствовало только его желаниям. Я хочу именно такой-то образ жизни, я хочу именно только такую церковь, чтобы именно только такие проповеди были, чтобы только именно так поступали люди, которые меня окружают, чтобы моя карьера была только такой, и все время будет «я хочу, я хочу, я хочу». И когда будет что-то происходить не по воле и по планам, желаниям человека, то, соответственно, в этом случае человек будет недоволен, и у него будет неблагодарный дух, потому что в этой ситуации он будет уходить от того, что делает Бог, лишь только к тому, чтобы наслаждаться какими-то собственными желаниями, которые должны осуществляться в его жизни. А если этого не будет происходить, то человек будет грустным, недовольным, и у него будет неблагодарный дух по отношению к Богу в том числе. В-третьих,
нам мешает тяготение к земному или любовь к этому миру. Что имеется в виду в данном случае? Это когда в жизни человека основная цель – это лишь только получить удовольствие, достигнуть известности, популярности, иметь влияние, престиж в обществе, обладать тем или иным имуществом. То есть все внимание человека и его стремление в жизни заполнено тем, что с позиции вечности является временным и проходящим. И если человек настолько поглощен всеми этими временными вещами, то у него не будет времени для того, чтобы иметь общение с Богом, а лишаясь этого общения, он лишается и радости, которую дает Господь, и он не сможет быть благодарным. В-четвертых, это дух критики. Вновь перед нами нечто, что обязательно украдет благодарность. Дух критики – это когда человек полон горечи, когда он видит все в негативном свете, когда он идет по жизни с так называемым кислым выражением лица и постоянно ищет лишь только то, что можно покритиковать. Там не так, там все плохо, здесь что-то не то, выискивает какие-то недостатки. И это настолько занимает разум и сознание человека, что в итоге человек сам становится невозможным в отношении с другими, и его жизнь терпит крах. Дух критики разъедает духовность человека, разъедает его любовь к Богу и любовь к ближним. Такой чрезмерный анализ всего, такая потребность критиковать все, что происходит вокруг, она наполняет человека горечью. И это не должно быть ему присуще, потому что в таком случае человек не будет благодарить и не будет радоваться. В-пятых, это нетерпение. Некоторые люди неблагодарны просто из-за того, что все то, что происходит в их жизни, или даже то, что делает Бог, оно происходит не по их личному таймеру, тому графику, который они для себя определили. Но Бог не действует по нашему графику, Он не работает по нашим часам, Он делает тогда, когда это является нужным и необходимым с Его точки зрения. А нам хочется, чтобы было как можно быстрее. Многие люди хотят мгновенно удовлетворения своих нужд и потребностей. Они не могут справиться с процессом ожидания и сказать: «Господи, я благодарю Тебя, я в действительности вижу Твою руку. Возможно, на мой взгляд, процесс идет медленно, но я благодарю Тебя за него, я возношу Тебе хвалу». Но иногда нетерпеливый человек поступает подобно капризному ребенку, который в истерике кричит: «Я хочу сейчас, я хочу сейчас». Но нужно научиться ждать с терпением. И если мы имеем терпение в нашей жизни, то мы будем благодарить Бога за процесс, через который Он нас проводит, и, конечно же, будем благодарны, когда придет результат. В-шестых, это душевная холодность человека, или, можно так сказать, апатия. К сожалению, есть такие вялые христиане, о которых когда-то говорилось в послании к Ладикийской церкви, которые были и не холодные, и не горячие, тепловатые, которые равнодушны к тому, что происходит вокруг, которые равнодушны к тому, что делает Господь, которые ни о чем, может быть, с одной стороны не переживают, но это непереживание приводит просто к тому, что человеку не имеет значения, какое его духовное состояние, у него нет рвения к христианскому служению, нет любви ко Христу, нет желания изучать Священное Писание, поклоняться Господу, просто присутствует какая-то традиционность, заученность фраз в молитве. И вот именно такое состояние делает человека пустым. Он становится духовно безразличным, вялым, апатичным. И, конечно же, такой человек не будет радости иметь во Христе и не будет благодарить Его. Ну и последнее, что является препятствием, когда человек проявляет бунт. Под этим словом я подразумеваю и откровенный прямой явный бунт и по отношению к Богу, и в том числе по отношению к церкви. Такой человек обычно говорит: «Я не буду благодарить, потому что я зол на Бога, или я зол на церковь, или я зол на кого-то из людей. Я не благодарю Бога или не благодарю кого-то, потому что мне не нравится то, что происходит в моей жизни. Я буду поступать так, как я хочу». К сожалению, есть и такие люди, и поэтому естественно, что они не будут ни благодарны Богу, ни кому-то другому, и у них не будет радости в их жизни. Поэтому если человек пренебрегает наставлением Божьего Слова о том, что нужно за все благодарить, он будет духовно слабеть и терять Божью благодать. Вот почему так важно благодарить Бога. Когда мы благодарим Его, через благодарность мы почитаем Бога. Благодарность создает единство, потому что мы соединяемся с другими христианами в благодарности Богу. Умение выражать благодарность, проявлять внимание и ценить человека – это сближает между собой людей. Когда мы это делаем по отношению к Богу, это нас еще больше сближает с Богом. Благодарность развивает веру. Благодарность, по сути своей, это даже служение.
Мы видим, как ангелы на небесах, херувимы, старцы, написано, на небесах день и ночь выражают хвалу Богу, провозглашая Его святость. Это их служение Богу. И мы таким же образом служим Богу, когда мы выражаем Ему хвалу. И благодарность – это в том числе свидетельство и для неверующих людей. Лучший способ поделиться своей верой с другими людьми – это начать рассказ с того, чтобы рассказать, за что мы благодарны Богу в нашей жизни. Благодарность, особенно в тяжелых, трудных обстоятельствах, она поражает других людей, потому что большинство людей сегодня неблагодарны. И это удивляет, почему, несмотря на все то, что происходит в вашей жизни, вы все равно благодарите Бога. И когда мы рассказываем о нашем опыте отношений с Богом, о том, как Он помогает нам пройти через это все, каков результат, это производит впечатление, и это дает возможность действительно оценить, что делает Господь. Итак, подводя итог нашим рассуждениям, хочу завершить это словами из послания к Колоссянам с 3 главы, 15-17 стихами. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Да благословит вас Господь». Благодарю, мой Бог, что Ты всегда со мной. Много путей, дорог, но я иду тропой. Знаю, тропа моя, всюду тернистая, только прошу Тебя, Ты сохрани меня. Знаю, тропа моя, всюду тернистая, только прошу Тебя, Ты сохрани меня. Если печаль порой и мгла в душе моей, слышу я голос Твой и голоса друзей. Если любовь горит, Божья любовь, мне хорошо с Тобой. Ты ведь Спаситель мой. Если любовь горит, Божья любовь, мне хорошо с Тобой. Ты ведь Спаситель мой. С детства, в семье и школе нас учили быть благодарными. Родителям, старшим, ровесникам, каждому, кто делает нам добро. Видимый признак воспитанного человека. Благодарность же с библейской точки зрения – это не культурный ритуал, а состояние сердца. Это образ жизни, показатель доверия Богу, зависимость от суверенных решений свыше. Повеление Павла «за все благодарите» тогда и сегодня вызов для каждого христианина, а также прививка против ропота. Когда мы углубляемся в Священное Писание, мы понимаем, что путь послушания Христу рождает радость, мир, терпение, довольство. Послушание с благодарностью – это лучший выбор на пути веры. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Поднюк. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224-020, город Брест 20, Беларусь. До следующих встреч и Божьих вам благословений!
Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады встретиться с вами у тихих вод Божьего Слова. Вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Вначале, как обычно, несколько слов о теме нашей беседы. В наших передачах мы довольно часто говорим о том, как должен жить человек и что он должен делать, чтобы понравиться Богу. Сегодня мы будем говорить о том же, но только с другой стороны. Мы постараемся увидеть то, что не нравится Богу, и даже больше того, что Бог ненавидит. Большинству людей интересно знать мнение других по тому или иному поводу. Существуют даже целые организации, которые занимаются изучением общественного мнения. Мнения, которые высказывают известные и влиятельные личности, тиражируются практически всеми средствами информации. Нередко случается, что одно высказывание может повлиять на развитие событий, даже в глобальных масштабах. Между тем, люди очень мало интересуются самым важным мнением – мнением Бога. Как Бог оценивает жизнь людей? Какого мнения Он обо мне и о вас? Что Ему в нас нравится, а что нет? Об этом мы поговорим после песни. Пред Господом бледнея я стою, смотря на жизнь свою с тоской. О Боже, неужто я не смею войти в чертог и быть Твоей звездой, войти в чертог и быть Твоей звездой, той звездочкой, что собирает сонмы вокруг себя таких же звезд, той звездочкой, которая готова себя отдать тому, кто все поймет, себя отдать тому, кто все поймет. Бывают звезды холодны и дерзки, от них лишь свет, но нет тепла. О Господи, дай лучик мне надежды, чтоб для других надеждой я была, чтоб для других надеждой я была. И для Тебя, мой друг, сегодня тоже звездой холодной не хочу я быть, чтоб Ты нашел во мне хоть отголосок той красоты, что помогает жить, той красоты,
Для тех, кто только что присоединился к нашей беседе, напомню тему нашего рассуждения. Сегодня мы говорим о том, что не нравится Богу. На эту тему в Священном Писании сказано достаточно много. Общий смысл всех этих высказываний может быть выражен словами из 25 главы книги Второзакония. «Ибо мерзок перед Господом Богом всякий, делающий неправду». Бог ненавидит всякий грех, всякую нечистоту и всякую неправду. Мы прочитаем один из библейских текстов, представляющих Божий взгляд на жизнь человека. Записан он в 6 главе книги Притч, с 16 по 19 стихи. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Для современного читателя первые слова этого текста могут показаться какими-то неопределенными. Вроде бы автор колеблется и точно не знает, что любит и чего не любит Бог. Но здесь просто сказываются культурные различия между нами и эпохой, когда жил царь Соломон. В данном тексте использован прием, характерный для древнееврейской литературы. Лингвисты называют его числовым параллелизмом. Такой же прием использован в 30 главе книги Притч и в книге пророка Амоса. Смысл его в том, чтобы через игру цифр поставить логический акцент. В 30 главе книги Притч и в первых 2 главах книги пророка Амоса используется формула 3 плюс 1. Для евреев число 3 всегда было особенным, выражающим полноту. Если мы внимательно исследуем эти тексты, то увидим, что добавленный 4 пункт всегда имеет наиболее важное значение, иногда даже пророческое. В нашем тексте использована формула 6 плюс 1. Скорее всего, цифрой 7 подчеркивается целостность мысли. Все отрицательные качества взаимосвязаны и приводят к роковому следствию, выраженному в последнем, 7 пункте, к раздору между братьями. Говоря об этом, я вдруг увидела, что мы, современные христиане, не так трагично оцениваем раздоры между сестрами и братьями. Разделения стали для нас даже привычными, но Бог смотрит на эти вопросы совершенно по-другому. Он желает, чтобы его народ сохранял единство, чтобы были устранены причины, разделяющие Божьих детей. Первое качество, которое ненавидит Господь, это глаза гордые. Вы, конечно, понимаете, что здесь речь идет не о цвете или особой форме глаз. Гордые глаза – это взгляд человека, преисполненный гордости. Гордые глаза говорят об отношении человека к окружающим. Такой человек смотрит на всех с высоты собственного мнения о самом себе. Гордость – это одно из качеств, наиболее популярных в современном мире. Гордость поощряется и воспитывается в людях. Нередко гордость является одним из главных побудительных мотивов в жизни людей. Подвигает их на совершение больших и малых дел. Некоторые люди готовы терпеть лишения, переносить неудобства, тяжело трудиться и даже страдать. И все это только для того, чтобы иметь основания считать себя выше других. Гордость можно с полным основанием назвать матерью всех грехов. Это был первый грех, совершенный во Вселенной. В 28 главе книги пророка Иезекииля и в 14 главе книги пророка Исаия рассказывается о том, что гордость стала причиной падения одного из самых прекрасных ангелов. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». С тех пор гордость является одним из самых главных инструментов в арсенале дьявола. Гордостью сатана увлек за собой треть небесных ангелов.
И первых людей сатана обольстил тоже гордостью. Гордостью сатана прельщает людей и по сей день. Он прекрасно знает, как Бог относится к гордости, и поэтому всеми путями стремится привить людям это пагубное качество. В Слове Божьем немало сказано о том, к чему ведет гордость. Гордость затмевает глаза и разум человека, и он не может правильно оценивать ситуацию. В 49 главе книги пророка Иеремии сказано о Идоме. «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда не зрину тебя, говорит Господь». Гордость ожесточает сердце человека, делает его надменным и немилосердным. Гордость разрушает взаимоотношения между людьми, приводит к раздорам и разделениям. Но самое страшное, что гордость делает человека врагом Богу. В 4 главе послания Иакова написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Как бы ни превозносился человек, и какие веские основания у него для этого бы не были, он должен помнить, что Бог силен смирить ходящих гордо. Одним из самых сильных правителей в истории был вавилонский император Навуходоносор. Перед ним трепетали народы. Но Бог смирил гордость и этого человека. В 5 главе книги Даниила написано: «Когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих. И сердце его уподобилось звериному, и жил он, подумайте, царь Навуходоносор, с дикими ослами. Кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою. Доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». Предостережение насчет гордости направлено не только к неверующим людям. Вирус гордыни нередко поражает и христиан. Коринфяне гордились друг перед другом тем, что является последователями апостола Петра или Павла, Аполлоса. Другие видели свое преимущество в особых духовных дарованиях. Сегодня некоторые гордятся своим духовным стажем, кто-то перенесенными страданиями, другие – богословским образованием или положением в церкви, кто-то принадлежностью к данной церкви или деноминации. Встречаются и те, кто гордится, как они это называют, своей простотой, что на самом деле бывает необразованностью, недальновидностью, отсутствием способностей и рассудительности. Зато амбиции, как говорится, выше крыши. Как это все чуждо духу истинного учения Христа, который, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Сколько бед принесла и продолжает приносить гордость Божьему делу, сколько церквей она разделила и разрушила, скольких братьев и сестер сделала непримиримыми врагами, скольких людей соблазнила и закрыла им вход в небесное царство. Мы должны помнить, что слова «Бог гордым противится» находятся не где-нибудь, а в послании, адресованном верующим людям. Так называемая христианская гордость Богу неприятна не меньше, чем гордость грешников. Любые гордые глаза являются мерзостью для Бога. Следующее качество, которое Бог ненавидит, это язык лживый. Ложь – это очень распространенный грех. Люди лгут сами себе, друг другу, обществу и даже Богу. С помощью лжи люди пытаются выйти из трудного положения, прикрыть свой грех, или же стараются как можно быстрее достичь своей цели. Некоторые строят на лжи все свое влияние и авторитет. Но очень часто бывает, что люди лгут без всяких причин, просто так. И это указывает на источник лжи, на лживое сердце.
Библия не оставляет сомнения в том, как Бог относится к лжи. Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. Читаем мы в притче 12:22. Бог – это абсолютная истина, и Он ненавидит ложь. Участь лжецов в озере, горящем огнем и серою, написано в Откровении. Вечность лжецы будут разделять вместе с отцом лжи, то есть с дьяволом. Библия говорит, что христианин никогда не должен лгать. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Ложь всегда имеет отрицательные последствия. Вспомните ложь Рахили и Иакова, когда они обманом получили благословение Исаака. Конечно, своей цели Иаков достиг, но зато потом всю жизнь нес наказание за свой проступок. Мы должны помнить, что ложь присуща дьяволу, и, произнося ложь, мы предоставляем свой язык в его распоряжение. Лживые уста являются мерзостью перед Богом. Бог ненавидит руки, проливающие невинную кровь. Прежде всего, эти слова следует понимать в самом прямом смысле. По сути, они являются изложением 6-й заповеди Божьего закона – «Не убей». Во времена Нового Завета эта заповедь приобрела более широкую трактовку. Христос сказал: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой глупый человек, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Я думаю, что мы должны серьезно относиться ко всем значениям этого текста. Верующий человек ни при каких обстоятельствах не должен участвовать в пролитии невинной крови, то есть в действиях, посягающих на чью-то жизнь. И это также относится к вполне законным в наши дни преступлениям против нерожденной жизни, то есть к абортам. Но если от греха кровопролития христиане в большинстве свободны, то этого нельзя сказать об исполнении заповедей Нового Завета, которая расширяет ветхозаветный закон «не убей». Евангелие приравнивают к убийству также широко распространенные грехи, такие как ненависть к ближним, оскорбление и унижение других людей. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Так написано в первом послании Иоанна 3,15. Многие ли из нас свободны от этого греха? Или от того, что в сердцах не называли кого-то современными синонимами слову «безумный»? А ведь такое состояние и такие слова для некоторых христиан являются привычными. Но в таком случае это означает, что они не имеют вечной жизни, в них пребывающей. Как видите, мы говорим об очень серьезных вещах. Помните, что Бог ненавидит руки, проливающие невинную кровь. Бог не желает, чтобы у людей были сердца, кующие злые замыслы. Очень многие люди, даже христиане, не обращают внимания на то, какие мысли и намерения наполняют их сознание. Но этого нельзя сказать о Боге. Он постоянно испытывает, то есть проверяет человеческие сердца. Во времена перед потопом Господь увидел, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И первый мир погиб в водах потопа. Есть люди, которые живут в сфере добрых мыслей и чувств. Но есть люди, внутренний мир которых похож на мрачную, закопченную кузницу, где в угарной атмосфере ненависти, неудовлетворенности, зависти куются злые намерения. В любой ситуации эти люди видят прежде всего возможность каким-то образом осложнить дело, чтобы причинить неприятность другому человеку. К великому сожалению, такие люди не так уж и редки, даже в христианской среде. Всякое зло начинается в глубине сердца, потом оно переходит в мысли, и если не будет вовремя остановлено, материализуется в злые слова или действия.
Поэтому Бог расценивает злые мысли наравне со злыми действиями. Слово Божие призывает нас через пророка Захарию. «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложные клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Также Богу неугодны ноги, быстро бегущие к злодейству. Мы не будем подробно останавливаться на этом пункте, так как он близок по смыслу к предыдущим. Мы прекрасно понимаем, проблема не в ногах, а в сердце, которое почему-то у некоторых людей предрасположено к злу. Их так трудно уговорить сделать что-нибудь доброе, но случись где ссора, конфликт, там они без приглашения и в самой гуще событий. Слово Божье призывает нас, чтобы мы были всегда готовы на всякое доброе дело. Среди людей, вызывающих отвращение у Бога, назван лжесвидетель, наговаривающий ложь. Грех лжесвидетельства всегда был одним из самых мерзких. Достаточно вспомнить историю позорного судилища над Навуфеем, когда нанятые Изавелью негодные люди оговорили праведного человека. Или же суд над Иисусом, где священники также прибегли к услугам лжесвидетелей. Не случайно лжесвидетельство в ветхозаветном законе и в уголовных законодательствах всех стран расценивается как серьезное преступление, влекущее за собой строгое наказание. Но существуют и другие формы лжесвидетельства, которые отмечены в нашем тексте. Лжесвидетель – это человек, наговаривающий ложь, то есть распространяющий клевету. И в этой форме грех лжесвидетельства распространен чрезвычайно широко. Некоторые христиане только и живут всякими сплетнями и клеветой, наговаривают ложь друг на друга. Между тем Слово Божье говорит, что лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Так написано в притче 19:9. Седьмая категория людей, вызывающих у Бога отвращение, это те, кто сеет раздор между братьями. Во-первых, я хотела бы отметить, что некоторые люди сами постоянно являются причиной постоянных раздоров и разделений. Где они появляются, там исчезает единство и начинается вражда. Во-вторых, есть люди, которые сеют семена вражды между братьями. Зачастую они не лжесвидетельствуют и не клевещут, просто передают такую информацию, которая как яд отравляет взаимоотношения между братьями и сестрами. В притче 16:28 написано: «Человек коварный сеет раздор, а наушник разлучает друзей». А в 22 и 26 главах предлагаются рецепты для исправления ситуации. «Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Где нет больше дров, огонь погасает, а где нет наушника, раздор утихает». Хотелось бы, чтобы ни одно из негативных качеств, о которых мы сегодня говорили, не было присуще никому из наших слушателей. Но если Дух Святой обличил вас сегодня в чем-то, не медлите, исповедайте перед Богом свои согрешения или неправильное отношение к братьям и сестрам. А нашу передачу мы закончим текстом из 3 главы послания к Колоссянам. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Пойду
посвящаю себя в службу Тебе, так, Иисус, дорог мне, так, Иисус, дорог мне. Когда я вспомню Господню любовь, смерть на кресте и пролитую кровь, все это сделал меня Он, любя, дорог так Господу я. Все Тебе, мой Господь, я отдаю, силу всю, дух и плоть, всю жизнь мою, посвящаю себя в службу Тебе, как Иисус, дорог мне, как Иисус, дорог мне. Все Тебе, мой Господь, я отдаю, силу всю, дух и плоть, всю жизнь мою, посвящаю себя в службу Тебе, так, Иисус, дорог мне, так, Иисус, дорог мне. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа 15 минут в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц. И круглосуточно в интернете на сайте twr.fm. И в Ютубе на канале «Трансмировое радио Беларусь». Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес rmtwr.by, значок @gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на волне программы «Слово на сегодня». В наших передачах вы можете услышать о Боге, о вере в Него, о разных аспектах жизни во Христе. А сегодня о нашей верности и стойкости в следовании за Христом. Слово Божие много раз увещевает и напоминает нам, верующим, о необходимости хранить веру, стоять в истине, уповать на нашего Бога. Библия описывает немало героев, которые, невзирая на трудности и опасности даже для собственной жизни, сохраняли непоколебимую верность Богу и Его заповедям. Одна из моих любимых библейских историй записана в главе 3 книги пророка Даниила. Главная мысль, содержащаяся здесь – важность занятия твердой и непоколебимой позиции относительно того, во что мы верим. Бог хочет через эту историю призвать нас не вступать в компромиссы, которые противоречат нашим убеждениям, но твердо стоять в вере. В главе 3 книги Даниила речь идет о 3 молодых людях. Их имена – Сидрах, Месах и Авденаго. Вообще-то родители назвали их именами, связанными с Богом Израиля. Анания, что значит «Бог милостив», Мисаил, или Михаил, чье имя переводится как «кто подобен Богу», и Азария, что значит «Господь мой помощник». Вавилоняне поменяли им имена, чтобы закрепить связь с языческими богами. Но они не смогли изменить сердца этих молодых людей, их убеждения. Эти 3 молодых человека стали выдающимися мужами в царстве Навуходоносора. Навуходоносор, руководитель великой державы того времени, был весьма могущественным. И, как это было свойственно многим великим властелинам того времени, он был очень самоуверенным и тщеславным. Он захотел, чтобы ему поклонялись как Богу. Он построил огромный золотой истукан. Возможно, он изобразил себя самого или какого-то идола. Построив истукан, Навуходоносор объявил, что каждый человек, как только услышит звуки музыкальных инструментов, должен пасть и поклониться ему. Все были обязаны таким способом воздать ему, как царю, честь и славу. Сидрах, Месах и Авденаго были рабами живого Бога. Они знали, что не могут поклоняться никому, кроме истинного Бога, и решили, что они не станут преклоняться перед золотым истуканом царя, чего бы это им ни стоило. А царь, в свою очередь, для того, чтобы добавить серьезности своему указу, решил присоединить к нему и угрозу. Каждый, кто не согласится преклониться перед ним, будет предан страшной смерти. Он будет брошен в раскаленную печь. Царь панически боялся каждого, кто бросал тень на его славу. Вспомните Ирода Великого. Это еще один царь, который постоянно испытывал панический страх. Он настолько боялся возможных конкурентов, что приказал убить свою родную жену, брата и детей. Навуходоносор был таким же. 1000 доносчиков работали на него по всему царству и следили за тем, чтобы народ неукоснительно выполнял все его указы. Они пришли к царю и донесли, что эти 3 молодых человека, Сидрах, Месах и Авденаго, отказались поклониться ему и сделали смелое заявление, которое могло стоить им жизни. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. И от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Ни один великий тиран не мог бы подобного допустить. Ведь если он оставит такой бунт без внимания, очень скоро все его подданные последуют этому возмутительному примеру. Что тогда будет с его славой? Он приказал доставить возмутителей к нему. С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь?
По тому ответу, который он услышал, вы можете понять, что он потрясен. Он не может этому поверить. Этих 3 юношей он наделил высокими полномочиями. Он возвысил их до руководящих должностей в своем царстве. Эти-то 3 должны любить его. Они должны служить ему без сопротивления. Вы можете себе представить, что было бы, если бы Сидрах, Месах и Авденаго не были так тверды в своей верности Богу, если бы они пошли на компромисс. Видя, что царские шпионы и доносчики снуют повсюду, они могли бы решить, что им следует быть осторожными. Они могли бы допустить такую мысль. Какая польза от нас Богу, если мы умрем? Мы поклонимся этому царю всего 1 раз, а после этого поднимемся и продолжим служить живому Богу. У них было время и возможность, чтобы подумать и найти рациональный выход из этого трудного положения. Но они не стали этого делать. 3 юношей стояли. Они подтвердили, что они действительно отказываются поклоняться царю. Они объяснили, что они служат истинному живому Богу. И Он единственный, перед кем они преклонятся. Они сказали Навуходоносору, что считают его великим царем и готовы трудиться в его стране. Но они не поклонятся ему. Услышав их ответ, царь был крайне раздражен. Ему был брошен вызов. Тогда он в гневе приказывает раскалить печь в 7 раз сильнее обычного и бросить бунтовщиков в огонь. Воины, которые бросали связанных Сидраха, Месаха и Авденаго в печь, погибли от жары. Настолько раскаленной была печь. Когда царь раздумывает над сложившейся ситуацией, ему в голову приходит мысль пойти и посмотреть на эту казнь. Он смотрит в маленькое отверстие в этой раскаленной печи и видит не только 3 молодых людей, Сидраха, Месаха и Авденаго, но еще и 4-го, стоящего посреди них, и, как написано, вид его подобен Сыну Божию. Навуходоносор настолько потрясен, что приказывает немедленно извлечь 3 юношей из огня. Когда юноши подошли, то все с удивлением увидели, что ни один шов на их одежде не был обожжен, ни один волос. Огонь вообще не прикоснулся к ним. Тогда царь, пораженный невиданным происшествием, делает полный разворот. Он издает указ. Единственный Бог, которому должно поклоняться, это Бог Сидраха, Месаха и Авденаго. Он есть живой, истинный Бог. Действительно, Бог спас Сидраха, Месаха и Авденаго. Перед казнью они сказали царю: «Если Бог желает сохранить нашу жизнь, Он сможет это сделать. Мы не знаем, какова Его воля, но мы все равно не станем служить иным богам и поклоняться золотому истукану, даже если нас постигнет смерть». Как и Даниил с друзьями, христианин вынужден жить среди мирской языческой культуры. И каждый ежедневно стоит перед выбором, кому или чему поклоняться. Падать ли ниц перед золотым идолом, жрецы которого, бесстыдно обманывая нас, обещают греховное удовольствие, славу и богатство этого мира, или оставаться верными Богу. Я желаю напомнить вам, что Бог Сидраха, Месаха и Авденаго имеет сегодня ту же власть и силу. Он единый истинный Бог. Наш Бог не желает, чтобы мы вступали в компромиссы с миром. Никто и ничто в мире не может занять место Бога. Он должен быть высшим авторитетом в нашей жизни. Он не станет делить первое место с чем-то или с кем-то еще. Он хочет, чтобы его народ стоял твердо и сохранял верность Богу. Может, нам не угрожает огненная печь, но готовы ли мы проявлять верность в семье, верность в свидетельстве о Господе, даже верность в чтении Библии, посещении богослужений, молитве, верность в посещении больных и заботе о близких? Но если вы сталкиваетесь с очень серьезными проблемами, даже угрожающими вашей жизни, все же оставайтесь верными Господу, стойте в вере. Если Бог хочет сохранить вас, Он сделает это. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Повторим эти слова вслед за верными юношами. Такой пример твердости показал и сам Иисус, когда дьявол искушал его. Он ответил: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Дорогие друзья, когда мы подвергаемся искушению вступить в компромисс с этим миром, скажем: «Ни за что». Мы будем поклоняться истинному Богу, мы будем твердо стоять в вере.
И я желаю, чтобы Господь дал нам мужество и силу пребывать в любви и верности нашему Господу, чтобы мы побеждали Его могуществом силы Божьей. Сверкал в лучах огромный истукан Бог Вавилона. К нему текла прислужников река по воле трона. Не видела такого торжества множестве теснились, как листва, князья народов. В потоке пестром волею Творца Седрах с друзьями. Они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина, вдруг на Деире при звуке труб подите племена перед кумиром. Язычников повергнул вмиг оркестр аккордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом, царь дышал. Кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби, и сейчас в презрении вера. Мир не спешит услышать правды глаз. Он внемлет зверю. Ни жизнь, ни смерть, ни ширь, ни глубина, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. В мир нет возврата. Пусть давит плечи трудностей свинец. Душа, отвергнись, навек украсит в небе твой венец. Святая верность. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224-020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Здравствуйте, дорогие слушатели! Я, ведущая Елена Делюк, рада встретиться с вами вновь. Сегодня я продолжаю знакомить вас с рассказом Дианы Козел «Дорога в храм». По этой дороге главная героиня рассказа Алена, будучи девочкой, постоянно ходила в деревенскую церковь. Но в 16-летнем возрасте она свернула на другую дорогу, ведущую от Бога в противоположную сторону. С тех пор прошло 20 лет. И теперь, после долгих скитаний, женщина приехала на свою малую родину, чтобы пройти тот же путь, той же тропинкой, дорогой, которая практически не изменилась. Но изменилась она, Алена. На нее давит тяжелый груз прожитых в грехе лет. 20 лет прошло с тех пор, как она ушла от Бога. А Бог ждал, когда она вернется, как Он ждет всех своих блудных дочерей и сыновей. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может, пишет апостол Павел во втором послании Тимофею, 2 главе, 13 стихе. Бог не отрекся от нее, но ожидал, когда она вернется на дорогу, ведущую в храм, вернется к Нему. Послушайте, пожалуйста, продолжение рассказа «Дорога в храм». Алена стояла на краю этой деревни и всматривалась вдаль. Ей казалось, что она сейчас снова услышит: «Смотри, убогая идет, чумная!» И в нее полетят комья грязи. Но этих мальчишек уже не было. На улице играли 2 девочки, да какой-то пьяница сидел на лавке. Увидев ее, он попытался встать, чуть держась на ногах. «Эй, красотка!» Алена дальше не слушала. Она, как в детстве, бросилась бежать, не оглядываясь назад. Мужик удивленно смотрел ей вслед. «Че это с ней?» – пробормотал он, сбитый с толку. А Алена бежала до конца деревни. Только здесь она остановилась, чтобы перевести дыхание, и обернулась. Никого. Платье чистое. Нет, это не детские страхи. Это другое. Неужели не все в ней будут продолжать видеть проститутку? Неужели на ней лежит эта печать? Женщина медленно пошла дальше. Каждое дерево ей было знакомо. Такое чувство, что за последние 20 лет здесь ничего не изменилось. Те же вековые дубы, те же вечно зеленые сосны, те же белостволые березы. Алена знала, что через пару метров она услышит шум речки. Так и случилось. Ее еще не было видно, но Алена знала, что стоит пройти пару шагов, и перед ней откроется великолепная картина. Девочка стянула с себя платье, измазанное грязью. Мыла не было, поэтому она просто намочила его и стала отстирывать грязь руками. Вскоре от ледяной воды начала сводить руки. Алена по очереди отогревала их, пока не закончила стирку. «Ну вот, опять чисто», — обрадовалась девочка и встряхнула платье. Она попыталась его одеть. Руки никак не хотели пролазить в мокрую ткань, но девочка натянула платье. Было неприятно и холодно в мокром платье, с которого стекали струйки воды. Но это не страшно, солнышко сейчас все высушит. Зато ее платье снова чистое. Девочка улыбнулась своей находчивости.
Алена подошла к тому месту, где когда-то маленькая девочка стирала свое платье. Как же это было давно! Женщина присела на корточки и зачерпнула руками воду, которая струйками просачивалась между пальцами. Вода такая же холодная, как и раньше, промелькнула у Алены в голове. Дрожь пробежала по телу от воспоминания об этой ледяной воде, о мокром платье, которое прилипало ко всему телу. А тогда было такое желание быть чистой. Алена зачерпнула воду руками и плеснула себе в лицо. Тушь потекла, тени расплылись, помада размазалась. Затем она набрала еще воды и терла лицо, пока не осталось и следа косметики. Слезы текли из глаз. Как ей смыть эту печать своей матери? Как ей отмыть свою душу? И тут, неизвестно от чего, но женщине стало легче. Эта щемящая боль внутри, которая не покидала ее никогда, как будто стала меньше. Она вдохнула воздух, наполненный ароматом речной воды, и медленно выдохнула. Что-то внутри изменилось, как будто свет пролился, стало теплее. Что с ней происходит? Ощущая необыкновенную легкость, Алена перешла через старый мостик и оказалась среди луга. Он и сейчас был такой же красивый, с яркой зеленой травой. Здесь часто паслось деревенское стадо. Алена вспомнила, как она, будучи еще девочкой, любила эту часть пути. Она снимала обувь, босиком бежала по траве и громко смеялась, когда рядом никого не было. Женщина гляделась по сторонам. Ни души. Она постояла в нерешительности пару мгновений, а потом наклонилась и расстегнула ремни босоножек. Ступив на влажную траву, в ее душе поднялась буря чувств. Ей захотелось снова стать маленькой. Она закружилась по траве, позволяя ветру играть с ее волосами. Ей казалось, что даже солнце улыбается, лаская ее теплыми лучами. Она вначале улыбнулась небу, а потом засмеялась, заливисто и громко, как раньше, как в детстве. Запыхавшись, она остановилась и перевела дыхание. Подняв глаза к небу, женщина тихо прошептала: «Господи, неужели я еще могу смеяться?» А потом почти прокричала: «Я могу смеяться!» Она откинула голову назад и снова засмеялась. Старый пастух наблюдал за девочкой, которая словно бабочка порхала в воздухе. Он прекрасно знал эту девчушку, знал ее родителей, знал отношение всех к ней. Но сейчас, оставаясь незамеченным, он наблюдал за этим ребенком, который веселился, как все дети, заливисто смеясь. И столько счастья было в ее движениях, столько радости, что старик невольно улыбнулся, глядя на нее. «Бедная, бедная девочка», — подумал он, почесывая небритую щетину. Как ты
знаю, что со мною случилось вдруг теперь, а сердце все тоскует о родине моей. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорби, где царствует Христос. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорби, где царствует Христос. Окончание рассказа «Дорога в храм» вы услышите в следующей программе ровно через неделю в это же время и на этой же волне. А пока мы будем ждать от вас писем. Пишите нам по адресу: программа «Соломита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Напоминаю вам, что программы Трансмирового радио вы можете услышать и в интернете на сайте twr.fm и на ютубе TVR Беларусь. И на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам Божьих благословений. Mon amour, tu es dans mes rêves. Écoute la chanson du vent. Les mots d'amour pour toi et moi. Вы слухаеце трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга».
Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы мае назву «Малітва і Авіса». У старым запавеце ёсць два цудоўныя вершы. Яны перапыняюць радавод першых 4 раздзелаў першай кнігі Параліпоменон. Давайте прачытаем іх разам. «І быў Іавіс найбольш паважаны сярод братоў сваіх, а маці ягоная назвала імя ягонае Іавіс, кажучы, бо я нарадзіла яго з болем. І клікаў Іавіс да Бога Ізраіля, кажучы, о, каб ты, дабраславляючы, дабраславіў мяне і пашырыў межы мае, і каб рука твая была са мною, і каб ты захаваў ад злога, каб я не гараваў. І паслаў яму Бог тое, чаго ён прасіў. І быў Іавіс найбольш паважаны сярод братоў сваіх. Чаму? Напэўна, хацеў большага. Мы сустракаем такіх людзей, магчыма, і самі сярод такіх. Не сядзіцца на месцы, хочацца шукаць, знаходзіць, ствараць, як у алімпійцаў, вышэй, хутчэй, мацней. Хочам быць у топ-спісе, але што застаецца пасля нас? Вось бы нешта сапраўды вартае. Калі мы прыгадаем біблейскую і беларускую гісторыю, то ўспомнім некаторых людзей, якія былі знакаміцей за сваіх братоў. Напрыклад, малодшы Якаў стаў знакаміцей за старэйшага братага Ісава. Малодшы Іосіф быў знакаміцейшы за 10 старэйшых братоў. Малодшы Майсей быў знакаміцейшы за старэйшага брата Аарона. Малодшы Давід быў знакаміцейшы за сваіх старэйшых братоў. Альбо Францыск Карына з Полацка. Ён меў 2 доктарскія ступені па філасофіі і медыцыне. Яго партрэт вісіць у зале гонару Падуанскага універсітэта сярод 40 партрэтаў вядомых выпускнікоў. Ён удзельнічаў у падрыхтоўцы статута ВКЛ, чым праславіўся перакладам і друкам Бібліі. Мікалай Радзівіл Чорны нарадзіўся з залатой лыжкай у роце. Знакаміты род, палітычная кар'ера, шмат тытулаў і званняў. Адкрываў цэрквы і аддаў гадавы даход на пераклад і друк Бібліі. Лукаш Дзекуцьмалей, чалавек царквы і чалавек грамадства, вядомы пастар вядомага горада. Ён браў удзел у арганізацыі самай вялікай ва ўсходняй Еўропе баптысцкай царквы і ажыццявіў пераклад новага запавету і псальмаў на сучасную беларускую мову. Важна стаць знакамітым у Хрысце і на духоўным попрышчы. Гэтыя людзі марылі пра большае. Ці было лёгка? Неяк на моладзевай канферэнцыі я праводзіў семінар «Хрысціянства і культура». Прыгадваў шмат прыкладаў з нашай працы з грамадствам. Падышла сястра, сказала, вядома, у Брэсце класна, а я з іншага горада Беларусі. Як нам прасоўваць хрысціянскія каштоўнасці? Усюды і ўсім цяжка, але рухаецца тое, што мы рухаем. Што рабіць, калі акалічнасці супраць нас? Канешне, можна скласці рукі, чакаць спадарожнага ветру, сказаць «бачыць Бог я хацеў». Цікава, што ў Іавіса было інакш. Значэнне імя яго – боль, ці здольны выклікаць боль. Маці вырашыла захаваць памяць пра гэта. Што здарылася? Можна толькі здагадвацца. Паталогія цяжарнасці ці родаў, муж пакінуў ці памёр. Сям'я была ў нястачы, а тут з'явіўся дадатковы род. Такое імя зусім не радасць. Аднак што мы ведаем пра нашага героя? Іавіс жыў на поўдні Ізраіля у часы суддзяў пасля заваявання Ханаана. Ён паходзіў з калена Юды і стаў шаноўным патрыярхам свайго роду. Я не ведаю, якую боль вы нясеце, сябры. Але нягледзячы ні на што, важна заставацца чалавекам надзеі, заставацца чалавекам веры, заставацца чалавекам, які славіць Бога. Гэта добра ведаў Іавіса, таму маліўся: «О, каб ты, Господі, дабраславляючы, дабраславіў мяне». Першае: Божа, тваё дабраславенне. Знаёмыя словы «дабраславі мяне». Што гэта? Эгоізм,
прагнасць да дабраславенняў ці норма. Дабраслаўляючы дабраславі, выраз, які для габрэя быў раўназначны слову са мноствам клічнікаў, напісаны вялікімі літарамі, падкрэслены чырвоным маркерам. Але што значыць дабраславіць у кантэксце словаў Іавіса, зрабіць сверхнатуральную дапамогу? Якую? Дзе? Калі? Гэта ўжо пытанне веры, гэта ўжо вырашаць Богу. Я думаю, што мы даволі часта абмяжоўваем Господа, не просім у Яго, не дазваляем праявіць шчодрасць, а вялікая ў Божых руках. Далей, о, каб ты пашырыў межы мае. Другое, Божа, твае межы. Гэта малітва пра Божы цуд. Пашыр маё жыццё, каб я мог больш зрабіць для цябе, каб я меў большы ўплыў, большую адказнасць, большыя магчымасці. Іавіс хоча гэтага дзеля славы Господа. Такая малітва сёння можа закранаць наш дом і сям'ю, царкоўныя межы, місіянерскія магчымасці, працоўныя гарызонты, магчымасці бізнесу. Чытаў пра аперацыю Іавіс, місіянерскае падарожжа на востраў Трынідад, 126 студэнтаў і настаўнікаў з хрысціянскага коледжа Каліфорнія, працоўныя брыгады, тэатральныя і музычныя калектывы, летнія біблейныя школы, групы місіянераў. Як такое здарылася? 2 студэнты маліліся малітвай Іавіса і натхнілі іншых. Божа, дай мне больш магчымасцяў у служэнні. У бягучым годзе я ездзіў у Цэнтральную Азію, падзяліўся з адным братам уражаннямі, а ён сведчыў мне пра сваю працу там. Калі было вельмі складана, ён знаходзіў самага занятага верніка, даручаў яму служэнне і быў упэўнены, што ён усё арганізуе. Так працуе Божая арыфметыка. Мая слабасць плюс Божая сіла раўно пашырэнне межаў. Адна сястра узяла на сябе абавязак ні дня без дабравесця. І вось субота яна прыбірала ў кватэры, гатавала ежу, раптам прыгадала пра сваё абяцанне Богу. Выйшла на вуліцу, але не знайшла чалавека, якому магла б засведчыць пра Божую ласку. У сэрцы Божа, як так? І тут тэлефон. На тым канцы пагрозы і абвінавачванне. Кабета, якая памылілася нумарам, падумала, што гаворыць з каханкай мужа. Памылілася? Канешне, не. У нашай сястры з'явілася добрая нагода суцешыць чалавека Евангеліем. Часам і так Бог пашырае нашы межы. Далей. Хачу, каб рука твая была са мною. Трэцяе. Божа, твая рука. Такая малітва вызваляе Божую сілу. Яна пра дапамогу і вялікія магчымасці, пра жаданне ўбачыць на справе дотык Господа, бо мы праслаўляем Бога справамі, якія здаюцца немагчымымі. З 2017 па 2022 мы шмат зрабілі ў горадзе Брэсце такога, што не рабілі іншыя. Мы траплялі ў такія сітуацыі, калі параіцца не было з кім. І пад канец кожнага года мы маліліся з падзякай Господу. Гэта ты, гэта твае ідэі, гэта твая рука. Неяк слухаў аднаго пастара. Яго пажаданнем былі словы «Не бойцеся брацца за новае». Чаму? Ён успомніў сябе. На што я не вырашыўся як мужчына ці пастар, то і засталося нязробленым. Тое, чаго не пабаяўся распачаць для славы Бога, ён дабраславіў. Богу ёсць дзе праславіцца, але нам важна зразумець галоўнае. Давайце ўспомнім апошнія словы Хрыста вучням. Ідзіце, прапаведуйце, навучыце, хрысціце, і вось я з вамі. Галоўнае не тое, хто мы, а тое, хто ён. Далей. Захаваў ад злога, каб я не гараваў. Пра што размова? 4. Божа, твая бяспека. Быць для дабраславенняў для іншых небяспечна. У такога чалавека можа знікнуць пачуццё сталай залежнасці ад Бога. Там, дзе працуе Бог, там працуе і д'ябал. Таму Іавіс просіць у Бога, каб ён трымаў яго далей ад спакушэнняў. Кажуць, што ў кожнага хірурга ёсць свае могілкі. Пакуль навучышся ратаваць, колькі людзей загубіш. І гэтак і ў жыцці кожнага чалавека ёсць цёмныя плямы, пра якія сорамна прыгадваць. Колькі ў маім жыцці было памылак. Пра нешта не хочацца нават успамінаць, але менавіта падзенні і ўзлёты ператварылі нас у тых, хто мы ёсць цяпер. Поспехі, слава Богу,
расчараванне, урокі і напамінак пра разбуральную сілу грэху. Ці можам мы маліцца, каб Бог трымаў нас на адлегласці ад спакушэнняў і грэху? Вядома, так вучыў Ісус. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога, бо тваё валадарства і моц і слава навек. Наша штодзённая бітва пачынаецца раніцай і не сканчаецца ноччу, але ў руках Бога, у якога мы верым, сіла і ўлада. Раней, як мы паставім кропку ў нашай гутарцы, я хачу нагадаць адну евангельскую гісторыю пра міны. Евангелие паводле Лукі, 19 раздзел. Яна пра пашырэнне межаў і пра нашу вялікую адказнасць. Спадар, адпраўляючыся ў падарожжа, паклікаў 10 рабоў і даў кожнаму па міне срэбра. Заданне было адно – памножыць матэрыяльныя сродкі. Надышоў час справаздачы. Падышоў першы, яго міна прынесла 10 мінаў, 1000%. Задаволены спадар? Канешне, добра, верны раб, твая ўзнагарода 10 гарадоў. Падышоў другі, яго міна прынесла 5 мінаў, 500% прыбытку. Задаволены спадар? Дае ўзнагароду, але не хваліць раба. Можа, гэты чалавек не скарыстаў усяго свайго патэнцыялу. Падышоў трэці, ён добра захаваў тое, што атрымаў. Задаволены спадар? Не, няма прыбытку. Вынік, міна апошняга аддадзена таму, хто лепш за ўсіх распарадзіўся фінансамі, таму, хто меў 10 мінаў. Які вынік гісторыі Іавіса? І паслаў яму Бог тое, чаго ён прасіў. Прыгадваю гэтага героя Бібліі і думаю пра сябе, думаю пра нас. Можа, нам не хапае адвагі сэрца? Господ не змяніўся. Ён гатоў пашырыць і нашы межы для сваёй славы. Давайте возьмем слово Іавіса сабе за прыклад. Дабраславі, пашыр, вядзі, захавай. Я молился ему со слезами однажды и услышал в ответ, что ты плачешь, скажи, нет страданий нигде для рожденного дважды, и остались одни рубежи позади, нет страданий нигде для рожденного дважды, и остались одни рубежи позади. Я хочу побеждать, я хочу тебе верить, жить, как жил Божий Сын, не страшася скорбей и людей ни греховною меркою мерить, а любить, как Христос, пребывав на земле. Любить, как Христос, пребывав на земле. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаю вашых пісем і водгукаў. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224 020, город Брест, 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm і ютубе TWR Беларусь. До новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог. Ты создатель миров, ты владыка бессмертия, ты мой царь и во мне места нет для тревог. Пусть летят над планетой, как тучи столетия, что душе до того, если в ней живет Бог. Пусть летят над планетой, как тучи
столетия, что душе до того, если в ней живет Бог. Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом, Дмитрий. Шалом, дорогие радиослушатели. Категорически шалом, Михаил. Я так понимаю, сегодня у нас очередная порция изучения имен Божьих. Итак, о каком же имени будем говорить? Дима, ты, как всегда, проницателен. Сегодня мы продолжаем говорить об именах Бога, и на очереди у нас очередное имя. Имя нашего Мессии. Большинство, большая часть христианского мира привыкли произносить это имя как Иисус с двумя «и», Иисус с одним «и», Джизус, Иисус и так далее и тому подобное. Люди спорят о том, какое же имя является правильным или хотя бы ближе всего к правильному. Кто-то скажет, что в Новом Завете, написанном на греческом, это имя записано как Иисус. Следовательно, можно было бы поставить точку в этом споре. Однако имена транслитерируются на разные языки и обрастают своей фонетикой и так далее. Потому мы видим множество форм. Однако нам известно, что Иисус и его родители говорили на арамейском и иврите. Соответственно, его называли на ивритский манер. Более того, на иврите это имя имеет очень яркое значение. Яхве спасает. Со своей стороны хочу сказать, что не вижу в этом абсолютно никакой проблемы, лишь бы в это имя вкладывалось правильное, благоговейное и особое значение. Но, как мы уже сказали, происхождение у этого имени еврейское, и на иврите оно звучит однозначно – Иешуа. Как мы уже поняли, все имена имеют значение. Мы много говорили об именах, их переводах и значениях. Это, в общем-то, истина для всех языков. Ни в одном народе не называли ребенка случайным набором букв. Однако в современном обществе мы даем имена из разных языков, руководствуясь зачастую благозвучием, а не смысловой нагрузкой. Но родителям Мессии было сказано, как они должны были назвать своего младенца. Но обо всем по порядку. Имя Иешуа является сокращенной формой имени Ехошуа. Это имя мы впервые встречаем у одного из помощников Моше, Моисея, который впоследствии стал его преемником. Речь идет, конечно же, об Иисусе Навине. Имя Ехошуа было довольно распространенным именем, которое со временем трансформировалось в Иешуа. Так, например, звали первосвященника, который упоминается в книгах Ездры и Неемии. В русском языке он всегда именуется как Иисус. Однако в иврите его имя звучит то Иешуа, то Ехошуа. Это имя встречается около 27 раз в Танахе. Одним словом, мы можем считать, что это имена равнозначны по употреблению и значению. Яхве спасает. На страницах Священного Писания, кстати, мы встречаем очень много похожих имен. Например, Хошея или Осия – спасение, Ишияху – Исаия, Яхве есть спасение. В Евангелии от Матфея мы видим сцену, в которой ангел Господень является Иосифу и говорит, как назвать младенца, который должен родиться у Мирьям. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою,
ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына, и наречешь ему имя Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, 1 глава, 20-21 текст. На иврите есть только одно слово, означающее спасение, и оно произносится Иешуа, то есть с ударением на последний слог. И вот ангел сказал Иосифу: его имя должно быть спасение, потому что он принесет спасение своему народу. Невозможно уловить эту пророческую игру слов в греческом, английском или русском переводе, однако она весьма очевидна в иврите. И именно это, конечно же, было мессией нашего Мессии – принести спасение своему народу и быть светом для других народов. В самом деле Симеон, пророк-старец, которому было сказано о том, что он не умрет, пока не увидит Мессию, пророчествовал о том же. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение Иешуа твое, которое ты уготовил перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Евангелие от Луки, 2 глава, 29-32 текст. Имя нашего Мессии было спасение, потому что он должен был принести спасение, и он его принес. О Иешуа, царь Израиля, о Иешуа, царь Израиля, крепость ты моя и спасение мое, ну кого мне бояться? О Иешуа, царь Израиля, Иешуа, царь Израиля, о Иешуа, царь Израиля, буду верить всегда, что не оставишь меня никогда, никогда, никогда. Тебе во всем я и всегда доверяю, и упование мое только на тебя. Тебе во всем я и всегда доверяю, и упование мое только на тебя. И в час, когда так трудно мне, я взываю лишь к тебе, а ты всегда даешь ответ, Иешуа. Когда я плачу в тишине от того, как больно мне, ты утешаешь мое сердце, Иешуа. И в час, когда так трудно мне, я взываю лишь к тебе, а ты всегда даешь ответ, Иешуа. Когда я плачу в тишине от того, как больно мне, ты утешаешь мое сердце, Иешуа. Вы слушали еврейскую программу «Ларееха». С вами были Михаил и Дмитрий. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, пишите их нам по адресу: Трансмировое радио, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Или на электронную почту rmtwr.by@gmail.com. Ищите наши беседы на сайте twr.fm. Шалом! Лаитраот! До новых и волнующих встреч! Никогда, никогда. Тебе во всем я и всегда доверяю, и упование мое только на тебя. Тебе во всем я и всегда доверяю, и упование мое только на тебя. И в час, когда так трудно мне, я взываю лишь к тебе, а ты всегда даешь ответ, Иешуа. Когда я плачу в тишине от того, как больно мне, ты утешаешь мое сердце, Иешуа. И в час, когда так трудно мне, я взываю лишь к тебе, а ты всегда даешь ответ, Иешуа. Когда я плачу в тишине от того, как больно мне, ты утешаешь мое сердце, Иешуа.
Yeshua, Yeshua, na-na-nay-na-nay-na-nay, Yeshua, 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 na-na-nay-na-nay-na-nay, Yeshua. Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Пётра Сергеевича. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Агульныя рысы біяграфіі. Пётр Сергеевич мастак, адзін з самых знакамітых беларускіх мастакоў. Ён нарадзіўся ў 1900 годзе на Браслаўшчыне. Яго сям'я не мела дастатковых сродкаў, каб ён вучыўся ў мастацкіх школах. Аднак ён здолеў павучыцца ў самого Фердынанда Рушчыца. Стажыраваўся ў Польшчы, ў Італіі. Ён быў мастаком еўрапейскага ўзроўню, прытым з вельмі такімі кепскімі стартавымі магчымасцямі. Быў студэнтам універсітэту Стэфана Баторыя ў Вільні, пасля правёў ужо некалькі сваіх асабістых выставаў у 30-е гады. Ён рэдагаваў часопіс, ён быў у розных беларускіх арганізацыях у заходняй Беларусі. Пасля вайны ён працаваў у Віленскім універсітэце, дзе выкладаў мастацтва, быў старшым выкладчыкам, быў заслужаным дзеячам мастацтва ў Літоўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Фактычна абсалютную большасць свайго жыцця ён правёў у Вільні, там памёр у 1984 годзе і там жа пахаваны. Ну, так калі коротка. Да якой мастацкай школы належаў наш гістарычны госць? Калі ён жыў, то тады самыя розныя мастацкія школы і стылі яны спаборнічалі, супернічалі паміж сабой. Але ён не далучыўся, напрыклад, да моднага тагачаснага там імпрэсіянізму ці кубізму, ён працаваў у стылі рэалізму. Гэта партрэт, гэта рэалістычныя палотны, і ён быў прадстаўніком той школы, якую мы можам назваць імёнамі Рушчыца і Снядзінскага. Такія прафесары, якія зрабілі на яго найбольшы хіба што ўплыў. Найбольш знакамітыя працы. Пра працы мы можам сапраўды вельмі шмат гаварыць, таму што ён працаваў у сферы такой вось беларускай гісторыі і беларускай культуры на працягу ўсяго свайго жыцця. Калі казаць пра першыя ягоныя малюнкі, калі яму было там 19 гадоў, 18 гадоў, это 1919 год, ну і да 1984 году мы можам, ну, сапраўды там 55 гадоў творчасці. Тое, што ведаюць фактычна усе беларусы, асабліва пасля 2017 году, гэта скарына ў друкарні. Калі вось такі партрэт скарыны, які выходзіць з першым надрукаваным аркушом беларускай бібліі. Гэта такі менш вядомы скарына ў рабочым кабінеце. Таксама яго ёсць некалькі партрэтаў, прысвечаных Кастусю Каліноўскаму, Валерыю Рублеўскаму, вось паўстанню 1863 году. Купаліяна, вось 14 твораў, прысвечаных Купалу, а ягонай жонцы, прысвечаных ілюстрацыі твораў Купалы. Самая знакамітая можа быць гэта карціна «А хто там ідзе?» у агромністай такой грамадзе беларусы. Казалі, што гэта на ўзроўні, ну, сапраўды лепшых твораў еўрапейскага мастацтва, калі ён паказвае народ, які выходзіць з цемры нацыянальнай прыгнечанасці, нацыянальнай несвядомасці. Ён таксама рабіў фрэскі ў касцёлах, вось гэта Солыс, Маргонь, Жодзішкі. Жодзішкі, дарэчы, гэта былы пратэстанцкі храм. Рабіў вельмі такія дасканалыя сюжэты з евангельскіх сцэнаў. Відавочна, што вельмі добра ведаў Біблію. І ён некаторы час быў загадчыкам музея Івана Луцкевіча ў Вільні. Значыць, ён быў знаёмы з усім храналагічным працягам беларускага мастацтва. Груба кажучы, ад там старых іконаў 12 стагоддзя аж да сучасных яму беларускіх мастакоў. Бачыў сваё месца сярод іх, і ён заняў гэта месца. Горад Вільня у лёсе Пятра Сергеевича. Вельмі добрае пытанне, таму што у пасляваенны час
і яму было зроблена там і прапановы і гэтак далей, каб ён нейкім чынам перамясціўся ў Менск, сталіца ў Беларусі ўсё ж, а Вільня яна сталіца Літвы, літоўскай ССР. Аднак ён заставаўся ў Вільні да канца сваіх дзён. Па-першае, што для яго Вільня была такім асяродкам беларускай культуры. Не толькі актуальнай, але і старажытнай беларускай культуры. Пачынаючы ад скарыны там, а можа яшчэ і раней, і заканчваючы нашаніўскімі часамі, які ён і сам заспеў, ён з 1900 году. Гэта адна прычына. Другая прычына, што ў віленскіх музеях захоўвалася вельмі вялікая колькасць беларускіх скарбаў, то бок датычных беларускай гісторыі. Напрыклад, частка віленскага беларускага музея Івана Луцкевіча, яна засталася ў Вільні. І ён вось там жыў і працаваў. Трэці момант, гэта хіба што, асабліва пасляваенны час, гэта сродак пазбегнуць рэпрэсіяў. Беларускай інтэлігенцыі ставіліся савецкія ўлады так, мякка кажучы, насцярожана. Мы памятаем лёс там Антона Луцкевіча, Александра Власова і так далей. Вось ён гэта пазбег, і, магчыма, гэта таксама было прычынай таго, што ён не вяртаўся, не пераязджаў у Менск. Хоць было дзве выставы ягоныя ў Менску, 1963 і 1978. Цікавыя факты жыцця. Пётр Сергеевич, ён быў чалавекам вельмі мэтанакіраваным. Ён паставіў сабе за мэту паехаць пастажыравацца ў Заходнюю Еўропу. У той час не было проста сродкаў у яго, і ён нейкім чынам, зарабляючы і сваімі малюнкамі, і урокамі, і гэтак далей, ён здолеў туды прабіцца і пастажыравацца, ён хаця бы на месяц, хаця б на нейкі час сустрэцца з гэтымі мастакамі і пераняць іх школу. І гэта яму вельмі моцна ўдалося. Другі момант гэта тое, што у сваёй кватэры ён перахоўваў шматлікія карціны, якія ў час нацысцкай акупацыі лічыліся забароненымі. Ён рызыкаваў, проста вельмі моцна, але ўсю вайну перахаваў гэтыя карціны, і яны дайшлі да гэтага часу. Мы прыгадвалі творчага чалавека, дзе можна сёння пабачыць арыгіналы. Найбольшая колькасць арыгіналаў у адной установе гэта дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы ў Менску. 14 арыгінальных карцінаў яго, і прытым вось гэта самая вялікая карціна «А хто там ідзе», гэта 1,75 м на 2 метры. Яна такая вялізная карціна, дзе адлюстраваны беларусы. Партрэт жонкі Уладзіславы Францаўны, вялізны партрэт, дзе ён зрабіў. Ёсць на квіток, дзе яна плоціць, там яму аплочвае вось гэты партрэт. Пэўны час ён нідзе не працаваў, гэта дало магчымасць выжыць. Таму на сённяшні момант гэта музей Янкі Купалы. Ёсць некалькі і ў іншых музеях, але найбольшая канцэнтрацыя менавіта там. Пётр Александрович – таленавіты жывапісец і графік. Як чалавек і майстар, ён фармаваўся ў складаных умовах заходняй Беларусі 20-30-х гадоў. Усё сваё творчае жыццё мастак жыў і працаваў у Вільні. Там атрымаў званне заслужанага дзеяча мастацтва ў Літвы. Нягледзячы на гэта, наш суайчыннік пакінуў бачны след у беларускім мастацтве. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!
Трансмировое радио. Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Здравствуйте, друзья! Мы изучаем Евангелие от Иоанна, и сегодня будем размышлять над 8 главой. В ней Христос проводит четкое разделение между истинными учениками и теми, кого Он назвал детьми дьявола. Дети дьявола. Какие страшные слова! Как должны выглядеть эти дети? Может, это легионы бесов или страшный антихрист? Или такие же люди, как мы с вами? Как не обмануться в отношении себя и других? Давайте вместе проследим за ходом евангельской беседы. Приветствую, друзья! Сегодня мы прочитаем текст из Евангелия от Иоанна, 8 главы, стихи с 31 по 47. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». И Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». И Иисус сказал им: «Если бы Бог был отцом вашим, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека, убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Поначалу я хотел назвать эту беседу «Истинные ученики». Это было бы тоже правильно. Христос показывает, кто является Его истинным учеником. Но об этом Он говорит немного в самом начале, а затем почти все время и внимание Он уделяет иудеям и называет их, ни много ни мало, детьми дьявола. Получается очень впечатляющая картина. Сын Божий разговаривает с детьми дьявола. При этом они дважды называют его одержимым. «Бес в тебе», — говорят они, — «отец наш есть Авраам». А Господь в ответ ясно показывает их сущность и доказывает, что они намного больше похожи на дьявола,
чем на Авраама. Но давайте последуем плану апостола Иоанна и вначале посмотрим, кто является истинным учеником Иисуса Христа. Позвольте поделиться данными статистики. Из всего населения Земли 0,2% исповедуют иудаизм, 6% исповедуют буддизм, 6,6% называют себя последователями разных китайских религий, 13,5% относят себя к различным направлениям индуизма, около 19% мусульмане и 33%, то есть около 2 миллиардов человек, считают себя христианами. В христианстве 33 820 деноминаций. Как вы думаете, какой процент из этих 2 миллиардов или 33 820 деноминаций, объявляющих себя христианами и христианскими, истинно верующие? Какое количество из тех, кто называет себя христианами, евангельскими христианами, истинные Божьи дети? Иисус не раз говорил, что далеко не все, кто объявляет себя Его последователями, таковыми являются. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», — говорил Он. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Апостолы тоже писали об этом. Обращаясь к Коринфянам, Павел говорил: «Некоторые из вас не знают Бога». А Титу он говорит намного резче: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу». В общем, не во всех вера. Как же распознать истинных учеников? Обычно отвечают: по плодам или по делам. И это, в принципе, правильно. Однако в нашем тексте Христос представляет другой критерий. Если плоды мы, как правило, ищем в других людях, то этот текст нам нужно в первую очередь применить к себе. Христос обращается к иудеям, которые поверили в Него, и говорит в сущности следующее: «Возможно, вы мои истинные ученики, но, возможно, и нет. Сразу это определить нельзя. Время покажет. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики». Отношение к Слову, к учению Иисуса – вот что является главным признаком того, что мы Его ученики. Вообще это вытекает из самого понятия «ученик». Кто такой настоящий ученик? Тот, кто учится. Если не учится, то какой же он ученик? В оригинале используется слово «матетес». От него произошло наша математика. В связи с этим мне пришло в голову одно сравнение. Наверное, у каждого из нас в школе были любимые предметы. Вы любили математику? Я гуманитарий и откровенно ее не любил. То есть понимал и алгебру, и геометрию, и даже высшую математику в университете, но не нравилась мне она. Эти формулы, эти уравнения как-то вот не ложились на мое понимание, на мой ум. В то же время есть люди, которые без математики жить не могут. Один мой друг сказал мне: «Математика – это лучшее средство прочистки мозгов». Такие люди в свободное время сидят, строчат цифры, решают задачи, выстраивают сложные конструкции. Для них математика – самое приятное, что есть на свете. Так вот, для учеников Христа самое приятное – это Его Слово. Без него они жить не могут. В первом псалме мы видим человека, который размышляет о Божьем Слове день и ночь. Кто так может? Только тот, кто любит Божье Слово, для кого оно дороже золота, слаще меда и капель сота. Псалом 118 – прекрасный пример человека, всей душой любящего Слова. Я сделал небольшую выборку отдельных стихов, где особенным образом выражается любовь к Писанию. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве.
Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Я избрал путь истины, поставил перед собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью я вспоминал имя Твое, Господи, хранил закон Твой. «Удел мой, Господи, — сказал я, — соблюдать слова Твои. Закон уст Твоих для меня лучше 1000 золота и серебра. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в роды родов. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь, гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко». Вывод. Истинные ученики Иисуса слушают Его Слово, пребывают в Нем и соблюдают Его. И какой результат? «Познаете истину, и истина сделает вас свободными», говорит Иисус. Свободными от чего? Свободными от греха. Мы говорили об этом в прошлый раз. Настоящие ученики пребывают в учении Христа, и благодаря этому преображается их жизнь. Так и появляются те самые плоды, по которым можно их распознать. Но все начинается с пребывания в Слове. Практика начинается с теории. Без первого не может быть второго. Возможно, вы слышали о пуританах. Это протестантское движение в Англии в XVI-XVII веках. Они не признавали авторитет официальной церкви и были в основном пресвитерианами, очень строгими в вопросах чистоты и святости. Возможно, вы слышали выражение «пуританская мораль», означающее высокую строгость нравов, ограничение потребностей, трудолюбие и целеустремленность. Наверное, самый известный пуританин – Джон Буньян, автор «Путешествия пилигрима». Если вы в теме, то, вероятно, также знаете имена Джона Оуэна, Ричарда Бакстера и Томаса Гудвина. Про высокую нравственность и чистоту пуритан знают многие. Само слово «пуританин» происходит от английского «pure», то есть «чистый». Однако самой отличительной их чертой была не чистота, а любовь к Божьему Слову и библейской проповеди. Воскресный день пуритан строился следующим образом. Утром они шли в церковь и проводили там 3 часа и больше. В основном собрания состояли из проповедей. Обычная пуританская проповедь могла длиться час, полтора, а то и больше. Выслушав 2 такие проповеди утром, пуритане шли на бой на обед, а затем снова возвращались в церковь на еще одно 3-часовое собрание. Как это не похоже на наше время, когда во многих церквах, в тех местах, проповеди сегодня вообще исчезают. Пасторы произносят короткие логии, такие небольшие рассуждения минут на 10, максимум 15. А если что-то длиннее, то, как правило, это не библейская проповедь, а такие спичи на актуальные темы, часто связанные с психологией и личностным ростом. Хотел бы я сказать, что у нас положение лучше, но это не так. В наших церквах уделяется много внимания разным мероприятиям, детскому служению, молодежной активности и тому подобному. И хотя проповеди у нас есть, это скорее дань традиции, и качество этих проповедей часто оставляет желать лучшего. Впрочем, апостол Павел писал об этом еще 2000 лет назад. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух,
и обратятся к басням. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй Слово». Павел писал эти слова Тимофею. Ну а теперь перейдем ко второй части наших размышлений. Поговорим об иудеях, тех, кого Иисус назвал детьми дьявола. В ответ на слова Христа о подлинной свободе иудеи заявили ему: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Они гордились своим происхождением, тем, что их предком был великий патриарх Авраам. И Господь воспользовался возможностью и представил им свою очередную аллегорию. Он хорошо умел извлекать пользу из ситуации. Так и здесь. Увидев, как иудеи гордятся своим происхождением от Авраама, он ухватился за эту ниточку и развернул перед ними яркую картину. Если я не ошибаюсь, это 7-я аллегория, 7-я притча, которую представляет Иисус в Евангелии от Иоанна. Яркий, неожиданный образ. Господь говорит о том, кто настоящий отец стоящих перед ним иудеев. И за основу он берет наследственное сходство. Все знают, что дети похожи на родителей. Мне от мамы достались большие глаза, от папы густые брови. От мамы музыкальный слух, от папы ум и сообразительность. В общем, взял самое лучшее. Конечно, достались и некоторые недостатки, но давайте о них в другой раз. Так вот, Христос, обращаясь к этому известному факту, говорит очевидные, но в то же время невероятные для иудеев слова. «Потомки Авраама, — говорит Иисус, — должны быть похожими на Авраама, а вы не похожи. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Иудеи шокированы. Иисус посягнул на самое дорогое. Они же считали себя лучше всех остальных народов именно потому, что их отцом был Авраам. Неслыханное оскорбление. Поэтому они решили нагрубить ему в ответ и сказали: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Многие толкователи считают, что это был намек на непорочное рождение Иисуса. Любодеяние – это интимная близость до брака. И поскольку Мария, когда забеременела, еще не была замужем, то некоторые думали, что Иисус – незаконно рожденный ребенок. Более того, иудеи считали, что отцом его был какой-то самарянин. Поэтому ниже они говорят: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин?» Если быть сыном Авраама иудеи считали честью, то быть сыном самарянина в их глазах было чем-то совершенно недостойным. Но вернемся к аллегории Христа. «Вы не похожи на Авраама, — говорит он иудеям, — но вы похожи на кое-кого другого. Знаете кого? На дьявола. У вас с ним есть 2 общие черты. Первая черта – дьявол был человека-убийца, и вы хотите убить меня. А вторая черта – дьявол не устоял в истине, он лжец и отец лжи, нет в нем истины, и в вас точно так же нет истины. Вы не понимаете моей речи, вы не можете слышать моего слова, вы точно, как ваш отец, любите ложь, следуете лжи. Если поставить рядом Авраама и дьявола, то вы будете совсем не похожи на Авраама и очень похожи на дьявола. Вопрос: кто же ваш отец? Очень простой тест. Истинные ученики Христа любят своего Господа и Его Слово, а те, кто не является Его истинным учеником, ненавидят Его и не вмещают Его Слово. Вот что об этом говорит Иисус иудеям. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Это 37 стих, дальше 43. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». Другими словами, вы не разбираете. Я для вас словно на иностранном языке, словно вы оглохли, словно у вас нет органа, который воспринимал бы мои слова.
Вы меня не понимаете, вы не можете меня слышать. И еще 47 стих. «Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Кто-то может возразить, но ведь есть много людей, просто равнодушных ко Христу и Его учению. Они не испытывают ни любви, ни ненависти. Да, такие люди есть. Но знаете, почему они равнодушны? Потому что они еще тесно не соприкасались со Христом и Его Словом. Они просто далеко, и поэтому не испытывают ярких эмоций. Но поместите их в христианское окружение. Пусть они каждый день слышат учение Христа. Пусть по радио играет христианская музыка, а по телевидению вместо мыльных опер и голливудских блокбастеров идут трансляции проповедей и христианских конференций. В этом случае истинная сущность таких людей обнаружится очень скоро. По словам Христа, все люди в этом мире делятся на две части. Одни от Бога, другие от дьявола. Третьего не дано. Внешне они могут не отличаться друг от друга. Более того, они могут жить в одной семье, быть родными по крови. И однако при этом между ними огромная пропасть. У них совершенно разное происхождение. Отец одних – Бог, отец других – дьявол. Может показаться, что иудеи просто неправильно поняли Иисуса, что на самом деле они были неплохие люди, ведь они изучали Божье Слово, постились, жертвовали. Если бы им доходчивее объяснить, может быть, они все бы и поняли. Но Христос так не считал. Причина была не в том, что им плохо объяснили. Причина была в том, что они были не от Бога. Им невозможно было ничего объяснить, хорошо ли, плохо ли, неважно. Они были от дьявола. Эта страшная картина относится и к нашему времени. Все 8 миллиардов человек, живущих на нашей планете, делятся на два неравных лагеря. Детей Божьих, которых очень мало, и детей дьявола, которых очень много. Мартин Лютер говорил, мир представляет собой притон убийц, служащих дьяволу. Если мы хотим жить на земле, то нам следует удовольствоваться положением постояльца в гостинице, хозяин которой плут, а над дверями у него висит табличка «Для убийств и лжи». Ведь именно такую табличку над дверью прибил сам Христос, когда сказал, что хозяин – убийца и лжец. Джон Райл писал, «Мы видим, что верным слугам Христовым не стоит удивляться неверию своих многочисленных слушателей. Если мы станем проповедовать истину, то тогда надо свыкнуться с мыслью, что многие нам не поверят. Ведь точно так же не верили нашему Господу». И еще один вопрос в заключение. Могут ли дети дьявола стать детьми Божьими? Апостол Павел пишет в посланиях к Ефесянам и Колоссянам, что когда мы не знали Христа, то жили по воле князя, господствующего в воздухе, были по природе чадами гнева, как и прочие. Но затем в нашу жизнь вошел Господь. Наш ветхий человек умер, а вместо него появился новый, созданный по образу и подобию Иисуса Христа. Поэтому, думаю, мы можем сказать, что в прошлой жизни, до того, как родились свыше, мы были детьми дьявола, но теперь в нас Божье семя, мы стали другими детьми, в нас другая жизнь. Давайте еще раз вспомним английских пуритан. Это движение жестоко преследовали. Многие пуритане бежали из Англии, среди прочего, в Северную Америку, где заложили основание для американского христианства. Возможно, вы слышали про Великое пробуждение в Америке. Так вот, оно было результатом пуританского влияния. Тем не менее, большинство пуритан, несмотря на гонения, остались в Англии. А затем там произошла английская революция. Вероятно, вы помните из школьного курса имя Оливера Кромвеля. Так вот, пуританизм, можно сказать, стал идеологическим знаменем английской революции.
Пуритане получили не только свободу, но и большую политическую власть. Многие из них вошли в парламент. Джон Оуэн был назначен вице-канцлером Оксфорда, а оказавшись у власти, пуритане стали насаждать в стране духовность и строгую нравственность. Они хотели, чтобы Англия стала действительно христианской. Догадайтесь, чем все закончилось. Все закончилось крахом. Подавляющее большинство граждан не приняло пуританскую мораль. Она показалась людям тяжелым бременем. С тех пор слово «пуританин» стало нарицательным и несет такой негативный оттенок. Но почему? Ведь библейское учение, а также чистота и святость – это же хорошо. Все объясняется очень просто. Для того, чтобы любить Писание и вести святую жизнь, нужно быть истинным учеником Христа. Дети дьявола, коих большинство, ненавидят Христа, не вмещают Его Слово, не могут жить по Его принципам. Поэтому мы всегда будем в меньшинстве. Поэтому настоящих христиан мир будет ненавидеть. Причина не в непонимании или предрассудках. Все происходит гораздо глубже, на бессознательном уровне. Будучи детьми дьявола, люди думают и поступают так же, как их духовный отец. Но мы, друзья, если мы действительно Божьи дети, будем хранить верность, будем любить Иисуса Христа, будем пребывать в Его Слове. Возвожу мои очи горам, с них придет вскоре помощь моя от Господа, сотворившего все. Он не даст колебаться ноге твоей. Господь хранитель твой, не воздремлет хранящий тебя. Господь сень твоя, с твоей правой руки сохранит Он тебя от всякого зла. Господь будет охранять выхождение, вхождение твое, отныне и во веки веков, отныне и во веки веков. Возвожу мои очи горам, с них придет вскоре помощь моя. Друзья, похожи ли мы на своего Отца? Истинно ли мы с вами ученики? Любим ли мы Божье Слово и Его самого? Переняли ли характер Господа? Давайте серьезно подумаем над этими вопросами, ведь шокирующие слова Христа, оставшиеся на страницах Писания, написаны и для нас с вами. Пусть наша жизнь будет жизнью истинных учеников и последователей нашего великого Учителя. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. До новых встреч!